ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 10:00. Прямая линия с представителями перевозчиков, работающих в Ухте, а именно группы доверия и Сыктывкарского АТП номер 1. Тема – культура поведения кондукторов. Жалоб на действия самих кондукторов или водителей, как водится, хватает. Здесь и долгие разговоры по мобильному, и запах еды, и общее поведение. Однако немало звонков и на тему отсутствия кондукторов. На части машин по маршруту номер 12 с недавних пор платить надо водителю, а остановки объявляет автоматическая система. Одни замечают, что это не очень удобно, другие напротив, но с чем связана замена? В ближайшее время я планирую до 17 числа установить полностью систему ГЛОНАСС и установить автоповещатели, которые будут работать взаимодействие с этой системой позиционирования. То есть остановочки будут объявлять. А уже объявляются, кстати, да, вот я хотела это в плюсик так занести, потому что и табло горит, когда маршрут едет, то есть хорошо видно номер маршрута. Это пока не все, но это будет полностью все. 26 машин будут точно укомплектованы такими системами, то есть они закуплены, они лежат на складе. Пока ноу-хау действует только на части машин маршрута номер 12. В принципе, обсуждается вопрос о введении электронной системы оплаты проезда в целом, в республике и городе. Однако, пока дело еще крайне далеко от того, чтобы воплотиться в жизнь. Поэтому пока автоматическое оповещение об остановках лишь на 12-м. Также горожане жалуются на обстановку на маршруте номер 2, заезды на все без исключения остановки, например, базу техопторга, и на работу в вечернее время. Раньше в былые времена было, что ходило к поездам. Теперь последний автобус идет, в 9 уходит. И поэтому люди, которые приезжают на пассажирском 375-м, он приходит ровно в 9. Они не успевают на этот автобус, на последний. То есть неплохо бы, если бы наладить работу вот этого маршрута номер 2. Может быть, какие-то перерывы пусть они себе делают там, но к поездам очень важно. Представители перевозчиков заметили, что и сами уже решили этот момент. Уже 3 дня последний автобус от вокзала отходит в 21:30, чтобы все успевали. Но есть и пожелание снова пустить маршрут, который ранее ходил в вечерне-ночное время от аэропорта к вокзалу и далее по Ухте. Сейчас его нет, но пообещали провести исследование пассажиропотока и, если рентабельно, то наладить. Правда, тариф может существенно отличаться в сторону увеличения, так что поездка будет стоить больше дневных маршрутов. В целом, перевозчики призывают людей также проявлять гражданскую позицию, цивилизованно и вежливо одергивать хамство экипажа маршрутки, но если не помогает, вот 2 телефона, куда можно позвонить как с жалобой, так и с похвалой.